Дома из СИП-панелей. У нас было огромное количество вопросов. Живу как в термосе. Не съедят ли меня мыши? Не смогу ли я проткнуть пальчиком стену? Ведущий, расскажи про СИП-панели. Рассказываю сегодня подробно, с тестами, с доказательствами. Поехали. Крепеж держит. За моей спиной дом двухэтажный, 165 квадратных метров. Но это не самое главное, что я хотел бы о нем сказать. Мы были на месте строительства этого дома всего несколько месяцев назад. И тогда ситуация была следующая. А теперь здесь стоит двухэтажный дом, 165 квадратных метров. Самое главное, всего лишь за 30 тысяч долларов. Повторяю еще раз, 30 тысяч долларов. Двухэтажный дом, 165 квадратных метров. По цене однушки на вторичном рынке, не в самом перспективном районе Бишкека. Огромное количество вопросов поступило к нам касательно СИП-панелей. Не так давно мы снимали сюжет, выложили его на YouTube и получили действительно огромное количество комментариев. Люди были недовольны. Многие говорили, что это абсолютно не современное строительство, что дом завалится, что я пальцем проткну стену, что дом сгорит, что у меня в стенах заведутся мыши. Сегодня мы решили раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Так ли это и возможно ли в 21 веке построить себе дом из СИП-панелей? Сколько это стоит? Насколько это безопасно? Будем разбираться следующие минимум 8 минут. Ну а для начала подпишитесь на нашу страничку на YouTube, поставьте палец вверх и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения обо всех новых видео. Меня зовут Максим Крешнер. Поехали! Построен дом по технологии строительства из СИП-панелей, однако тут не самая простая СИП-панель. Во-первых, здесь не ОСБ, а цементно-стружечная плита, ЦСП. Родом, кстати, из России. Внутри вместо пенопласта здесь базальтовое волокно, которое специально сделано для того, чтобы использовать его в панелях. Но и это даже не самое главное. Самое главное, что за 30 тысяч долларов в данном случае хозяин получил полностью построенный дом. То есть, включая фасадную отделку. Это жидкий камень, это декоративные элементы и даже оконные системы. Все это входит в эту стоимость. Но по качеству будем разбираться позднее. Посмотрим, что внутри. Давайте зайдем в дом. Как я уже говорил, здесь все без отделки. Пока вот такая вот черновая отделка. Здесь у нас все подготовлено к тестам. Так что, ребят, не переключайтесь. Буквально через полчасика мы начнем тесты. Вот так вот. Пойдем дальше. Вот они, эти панели. Устанавливаются они вот таким образом. Скрепляются шурупами. Серые стены. Я бы не сказал, что они ровные. Если вот так посмотреть, я думаю, вам тоже будет видно, они неровные. Поэтому тут все-таки необходимо будет шпаклевать, наносить штукатурку. Ну, то есть стены надо будет выравнивать. Это не отделка, как говорится, уже под наклейку обоев. Тут вот надо будет поработать. Это раз. Запомните, что если строите дом из СИП-панелей, закладывайте обязательно какую-то сумму денег на отделку стен. Вот они, видите, неровные. Ну, потому что на месте крепления, естественно, шуруп продавливает цементно-стружечную плиту, и возникает вот такая неровность. Поэтому здесь, ну, на отделку, на выравнивание стен надо будет потратиться. Вопрос задавали, как выглядят электрические коммуникации. Вся электрика прокладывается вот в таких вот гофрах до
точек электропитания. Итак, ребят, чтобы ни у кого не возникло вопросов, где и чем мы занимаемся, мы находимся вот в реально построенном доме. Это уже практически вот через пару месяцев будет жилая комната. Сегодня мы здесь проводим все наши тесты. Мы будем сейчас сжечь, потом будет еще один такой интересный тест с кувалдой, и будем дырявить реальную стену. То есть вот эта стена абсолютно реальная. Наверняка вы видели, как горит, ну, всем привычный нам OSB. OSB это, по сути, ну, опилки, которые склеены между собой. Вот смотрите. Вот это так горит обыкновенное дерево. И вот она, CSP-панель. Вот, жгем одну точку, пламя не начинается, а вот раскаляется практически как базальтовое волокно. Еще раз повторюсь, потому что это CSP, цементно-стружечная плита. Внутри в составе находится цемент, а цемент это не горючий материал. Теперь будем проверять еще раз базальт. Это базальтовое волокно, специально сделанное для панелей. Вот, держим в одной точке. Базальт, как камень, раскаляется, но огонь не начинает гореть, пламя не распространяется, а как только мы убираем горелку, моментально все процессы заканчиваются. Все, видите? Как данная панель выдерживает какие-то весовые нагрузки. Вот, допустим, ну, сделали тут ремонт, все тут, обои поклеили. Не, ну понятно, ладно, телевизор можем повесить, они сейчас все легкие. А если человек, ну, захочет повесить, например, бойлер. Сам по себе бойлер тяжелый, плюс еще потом туда воду наливать, там, литров 100. Да. Вот как вообще, насколько этот материал можно рекомендовать в этих целях? Все на готовой стене делаем, друзья. Да. Прям вот. Без отрыва от производства. Так, сейчас вот будем тестировать. Так. Вот смотрите, здесь по 25 килограммов. Вот есть 4 мешка. Да. 4 мешка по 25 килограммов. Будем сейчас вывешивать на крепеж, ну вот, который мы на ваших глазах сделали при помощи самого обыкновенного шуруповерта и вот цепей. Мы хотим повесить бойлер, который там сам по себе весит, плюс еще там 100 литров. По ГОСТу данный крепеж должен выдерживать 100 килограммов. Вот мы сюда повесили 4 мешка для сомневающихся. Потом я покажу. Вот он. Ну, то есть там наливной пол, 25 килограммов вес. И вот так вот справляется наш крепеж. Это специальный крепеж для гипсокартона. Как мы видим, он не вылетел. Крепеж держит 100 килограммов. Это довольно солидно. При учете того, что, я думаю, мало кому придет в голову вешать на один крепеж 100 килограммов. Действительно работает. 100 килограммов. Вот я думал, что не выдержит. Когда начали вешать, и он начал вот искривляться, меня посетил страх, что мы можем потерпеть фиаско. Но нет, смотрите, держит. Все по ГОСТу. Мы это делаем вот в реально уже построенной комнате. Вот. То есть это реальная стена, реальный дом, реальная комната. Ну, чтобы потом не говорили, что мы где-то там на улице что-то притащили, что-то там дырявим. Еще один вопрос, который нас волновал не только нас, еще и наших зрителей. Как обстоят дела, ну вот с надежностью точечной мы уже разобрались. А как обстоят дела с надежностью такой основательной? Потому что люди говорили, что да что это, блин, OSB, я там это пальцем проткну или там, не знаю, случайно чем-то там задену и дырка будет в стене. Здесь как? Наш CSP не только на цементной основе, да, а внутри есть еще стружки для усиления его, да, есть еще минеральные добавки, да, чтобы она была такая жесткая, да, чтобы она не просто ломалась. Например, обычный цемент, есть фиброцемент, который вот шифер, да. Вы знаете, они такие хрупкие. Да. Они могут сломаться. Ну, любой шифер. Да, все, любой шифер. Все видели, тоже на цементной основе там. А здесь именно добавляются такие стружки, минеральные добавки, чтобы она выдерживала любые нагрузки. Хоть внешние, любые там физические нагрузки, да. Вот.
Так, Все сильнее. давайте. Ну вот тут чуть-чуть мы проломили, но Да. топор. Ну, смотрите, я еще раз скажу. Например, если даже вот такие дырки будут, это легко замазывается. Есть кафельный клей, 304, такой хороший твердый клей. Просто заделывается, и все, она также остается. В этом и плюс нашей стены, да. То есть здесь ничего, серпянка, все наносить не надо. Просто наносится клей, и все, она как новая. Нет, ну проламывается, конечно. Ну, проламывается, безусловно, проламывается, но, ребят, ну это топор. Я думаю, если бить кирпич, если был бы кирпич, мы бы еще проверили бы кирпич. Я думаю, что он разломится без проблем. Кирпич точно разломится. А вот тут, ну, причем я еще краем давил, получается. Крепко. Это простая панель. Простая панель, буквально 10 миллиметров, то есть это сантиметр. Да. Сантиметр. Представьте себе, что если бы это был, например, OSB. Да. Я думаю, ну там сразу будет просто дырка наружу. Не сломается? Нет. Не ломается, ребят. Я не знаю. Ну, кто там говорил, пальцем проткнет? Это не гипсокартон, это... Это вам не гипсокартон. Да. 165 квадратных метров при правильной постановке вопроса и при правильной проектировке — это действительно огромное пространство. Ну вот как в этом доме. На первом этаже здесь 3 комнаты и 1 подсобное помещение. Наверху 4 полноценных комнаты. В каждой комнате как минимум 2 окна. Кстати, довольно качественный металлопластиковый профиль. Ну и, конечно же, высота потолков. По-моему, здесь, если не изменять память, 3,20. То есть все, что необходимо для полноценной жизни. И еще раз напомню, всего лишь за 30 тысяч долларов. Я пытаюсь найти в этом доме какие-то минусы. Ну вот честно, пытаюсь. Но за 30 тысяч долларов мне это сделать крайне сложно. Пенопласт, он не паропроницаемый материал. Опять же, плюс нашего материала CSP плюс базальт, он паропроницаемый. Это означает то, что, например, лишняя влага он выпускает уже наружу, да? Паропроницаемый материал. Пенопласт, он не является таким, он становится как термос. Во всех строениях, наших объектах мы устанавливаем по стандарту все вентиляционные каналы, то есть мы пробуриваем уже дырочки и прокладываем все трубы для дальнейшего подключения какого-то оборудования. Да? То есть мы прокладываем базу вентиляции, а потом заказчик может уже подключить туда приточную либо вытяжную оборудование. Да? Ну что, друзья, вот оно строительство из SIP-панелей со всеми плюсами и со всеми минусами. Теперь давайте честно, как говорится, между нами. Вот если лично меня спросят, будешь строить дом из SIP-панелей? Я буду очень долго думать. Я буду очень долго думать, я буду взвешивать, я буду смотреть самые различные варианты, прикидывать. И далеко не факт, что я решусь построить себе дом из SIP-панелей. Вот честно. Но если мне скажут, дом 165 квадратных метров за 30 тысяч долларов, однушку сложно купить, дом вы вообще за 30 тысяч долларов не купите. Если мне скажут такое, я скажу, во, погнали, давайте действительно делать. Есть баланс. Да, у этого вида строительства есть свои определенные минусы. Есть моменты, которые смущают большинство людей, которые думают о строительстве из SIP-панелей. Но есть один немаловажный факт. 165 квадратных метров за 30 тысяч долларов. В общем, есть о чем подумать. Поэтому пишите в комментарии, стали бы себе строить дом из SIP-панелей, что вас смущает, чего вы боитесь. Давайте будем вместе думать, вместе обсуждать. Может быть, вместе мы к чему-то придем. Ну и обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропускать новые видео. А если вы хотите увидеть полный обзор этого дома,
то переходите по ссылке в описании. Там прямой эфир, который мы устраивали на Facebook. 2 часа мы проводили тесты, мы ходили по дому, мы общались с генеральным директором, мы общались с хозяином дома. В общем, полная информация. Как я и обещал, мы постарались максимально честно ответить на все вопросы, которые волнуют и вас, и нас. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Пока.